молодой человек есть в Ислам-Бакарском районе, Архангельск Ванбаев. С вами. Вот это один из тех, который там сам постарался выучить. Вот он там, остальных, которые, вот, скажем, выучили абхазский язык, нет. Я собрал учителей. Сказал, слушайте, 40 абхазского языка, им дополнительно государство платит 5000 рублей, я не стал там, которые... Почему, говорю, 45 учителей сегодня 250 окончили школу, ни один не знает абхазский язык. Ну, ни один. Вот для мы, как не виноваты, нам спустили такую методику. Какая методика? С нас требуют, что дети читают и писали, они читают и пишут, но не понимают, что они читают и пишут. Я говорю, ну как? Ну как, если бы вы взяли бы хотя бы по одному ребенку, как репетиторство, ну вот 45 учителей, там 45 в год можно было бы создание абхазского языка пускать. Еще страшнее, чем даже абхазский язык, в том, что они, находясь в информационном пространстве, люди получают все эти сигналы. Даже выучив абхазский язык, они не перестают быть грузинами, понимаете? То есть поддерживают политику грузин. Не перестают. Потому что, и самое, знаете, что вот сейчас, вот даже если вы посмотрите, если даже вот эти люди придут, там в основном придут нашего поколения поменять, потому что там пенсии, там российских молодых будет почти, ну, минимум. Те, которые 20 лет, 19 лет, это будут, ну, может быть, человек 20-30. На 250, скажем, выпускников. Мы для того, чтобы, вот, чтобы вы сказали, Тимур, ты там находился, а что ты сделал в этом плане? Мы собрали учителей, вот, на Евро знает. Мы вот этот вопрос, почему дети не знают абхазский язык. Мы, директор школы, мы вот эту комиссию создали. Для того, чтобы с предложениями вышли. Если сверху мы говорим, ничего не делать, давайте мы снизу их подтолкнем. Вот мы такую комиссию создали. Более того, я, когда пришел, посмотрел, АГУ принимал только детей на филфак бесплатно искали. А все остальные факультеты были платные. Олег Алексеевич великий человек. 2 минуты не дал мне сказать, он сразу все понял. Я об этом прошу, говорю, давайте, мы говорим, давайте, вы тоже какую-то помощь можете районно организовать. Я говорю, около 400 тысяч в месяц я могу перечислять в университет. Все, кто говорит, в Харьковском районе хочет на любой факультет поступать, мы отменим по собеседованию и бесплатно. Ну, я просто готов был перед ним на колени встать, так, как я вижу. Все, мы этот вопрос решили. Мы объявили на любые факультеты. К этому времени только около 14 человек поступало в АГУ. За год мы подняли эту цифру до 30. Когда они сказали, вы бесплатно, вы можете поступать и так далее, то людей, которые пошли, поднялось, стало больше. Да? Руслан, я хочу, чтобы вы знали. Мы объявили, изыскали средства, что родители, дети без одного родителя, или которые без троек закончили школу, хорошие дети, которые поступят в АГУ, я буду платить финансовую помощь как стипендию. Таких набралось 7 человек. Одна была каталанка, вообще вундеркинд ребенок, она я абхазский знаю, я даже сидел, она в университете на 4-м курсе уже лучше всех абхазский язык сдала. Каталанка. Где она сейчас? В университете закончила. Да. И закончила, по-моему. Я их 7 тысяч платил. Остальным по 5000 Им надо было, короче, у них была проблема с здоровьем.
в автобус. Мы приобрели автобус за 1,5 миллиона, хороший автобус «Мерседес». Поставили в пятницу, отвозил из Сухума в Гал, а понедельник он их привозил в Гал. Если билет тогда стоил 250, и им это 125 обходилось. 2 раза дешевле. Дальше. Олег Алексеевич раз в общежитие запускали, там в общежитие недорогой, слушай, 3000 рублей что ли в месяц всего. Я говорю, все не дам, кто хочет оставаться. Конечно, у них там в Грузии родственники живут, у дяди, человек может был находиться, когда там учится. Здесь в Сухуми у них родственников нет. Но вот общежитие такое, как... И мы вот такие шаги предпринимали. Что сделала Грузия? Реакция Грузии на вот эти наши, на уровне района, такие самые первые шаги. В Грузии было так. Детей с оккупированных территорий, они в свои вузы принимали бесплатно. Когда мы начали во все вузы принимать бесплатно по собеседованию, без экзамена, внесли поправку в закон об образовании, где написали, дети из оккупированных территорий в вузы будут без экзаменов. По собеседованию. Да. Если даже на абхазском говоришь. Да. Потому что как эти государственные. Да. А если это не говорит и не говорит. То есть они на уровне парламента отреагировали на наши маленькие шаги вот такие. Это бесплатное общежитие, бесплатное это. Бесплатное общежитие. Все, короче, сделали, что вы الله يحاول الله عشان او اوروبا او غيره كان يساعد وصح واحد من الامور ايه تصحى عبريزه سواء سفينة Константин Иванович а стипендия рада не пиет, автобус не пиет, все это Загибка играет, а уагибка играет, абстракция гибка играет, закройте. Надо им дать паспорта. Вот это же работа была супер. Я не могу понять. Мы говорим, это незаконно ты платил. Если я незаконно платил, мол, нельзя каждый месяц оказывать кино. Я говорю, когда один раз заплатить, 60 тысяч видели, на что получил там каждый месяц будет. Попова в Москву приезжал, так поискал, и деньги раздавал студентам. Студентам, вы знаете. Незаконно, но он спасал. Какой закон? Другие друзья. Шум даже. Да, я думаю, что Законная власть сделать. Немного здесь и нравственность надо их тоже Не, мы смогу, Дети приходят на митинг 14 августа, 14 декабря скоро вот сейчас будет трагедия Латская страшная. На митинг приходят в Гал, что их они держат выступление перед... Вот так плакат держат, чтобы их не видели. Поднимают плакат, чтобы их лица никто не снял. Мы, когда увидели эту пропаганду, телевидение дальше не создали. За что нам Сухум не помог? Мы нашли свои собственные средства, телевидение создали дальше. Ведь да, 10% только могут, не то, что хотят, не хотят. Сигнал получают только 10%, у кого антенна банала довели, у всех спутники стоят. И захватывают гол телевидения, для процента надо жить в другом. То же самое с абхазским телевидением. Для процента Азум зато Рустави 2, все каналы были скрыты, 24 часа. Вот на 9 человек не имеет на втором этаже, у него стоит тарелка, который слушает все грузинское телевидение. Полностью в информационно-пропагандистском об этом находится. Я сказал, давайте приграничная зона. На расстоянии 12 километров запретим устанавливать эти как бы ретранслятор. Давайте примем такое решение. самое.